Söyleyin kişine oyunda dursun. Ведь сегодня проблема эта очень острая, это показало вот последнее время. Ведь проблемы-то у нас возникли как раз из-за земли, не из-за каких-то других проблем. Проблема у нас море в Казахстане. Я могу сказать, что здесь все время говорится асфальтный человек. Я не асфальтный человек, я вырос в селе и знаю хорошо сельское хозяйство. И все эти 25 лет я, в общем-то, не стоял в стороне. У меня есть прекрасные, я как раз хочу с министром переговорить, прекрасные предложения, революционные, можно сказать, для сельского хозяйства. Но сейчас вопрос не в этом стоит. Сегодня говорят вот о продаже земли. Ведь это неспроста возникла проблема. Это не имеется в виду иностранцы, которые там с Дании, там, с Канады, там, из Бельгии, откуда-то других стран. А речь идет вот наших близких соседей. Вот что самое страшное. Мне показывал Мурат Авозов карты китайские. Когда он был послом Китая, значит, он их показывал. Но там Восточный Казахстан, Алматинская область, все они являются их территорией. Все их названия, все там сохранено. Вот чего народ боится. Поэтому ни в коем случае никакой продажи не должно быть. Это однозначно. Это должно быть, а если аренда, значит, это должно быть краткосрочная аренда. И под строгим контролем государства. Должен быть создан специальный орган, вот как у нас есть счетная палата, что-то в этом роде, которое только занималось вот именно состоянием земли, контролировало ее состояние, как используется. Все мы прожили уже 25 лет в этой нашей независимости. Очень много земель просто было отдано, сегодня оно стало товаром. Они торгуют, они не работают. Очень много земель я могу, это точно вам сказать, потому что я знаю хорошо Алматинскую область. Не везде одинаковые земли. Но вот посмотрите в Алмату, потоки идут каждое утро и каждый вечер из Алматы, с 3 сторон. Весь Казахстан съезжается, потому что там работы нет на месте. Они вынуждены ехать, зарабатывать там. Казахи стали в основном сторожами. Сторожевая служба у нас, кузетчики все. Это стыдно. Мне стыдно. Надо дать людям, потому что там нет возможности у них работать. Земли раздали. Сегодня, допустим, многие не могут даже пасти скот, потому что они все тоже розданы. Пастбища все розданы в частную собственность, и туда никого не пускают. Сейчас все забросили практически заниматься сельской. Это вот вокруг Алматы, здесь вот Панфиловский, он всегда был. И в советское время самым таким, он поставлял продукцию правительства. А чуть дальше поедете, так сказать, все побросали заниматься. В том ауле, где я вырос, кстати, почти мало кто занимается сельским хозяйством. В смысле, вот выращивают скот, потому что негде пасти. Корма очень дорогие. Поэтому и возмущение у людей. И вот сейчас я говорю, и тот вопрос, который был, значит, связан с Актюбинском, он тоже снова, сказать, как раз вот связанный с этим. Я просто знаю, как люди говорили, я встречался с этими людьми. Они очень были недовольны поведением товарищей китайцев, которые там, значит, занимаются нефтью. Это отдельное государство там создано. И это их возмутило. Конечно, эта молодежь, они, видимо, были под наркотиком, то есть накачали их наркотиками, наверняка бы поэтому. Но вопрос земли, он остается. И вот сегодня вот товарищ говорил о том, что недоверие есть. Недоверие к тому, что у нас происходит. Вот это недоверие можно, так сказать, устранить. И очень хорошо, простым способом, это как раз нужно и президенту, чтобы ему доверили. Это нужно провести референдум. Референдум о земле. Потому что уже десяток лет, кстати, постоянно этот вопрос поднимается. Но он не решается и вот уже приводится к таким последствиям. И этот референдум, он абсолютно конституционный. Если президент это как раз сделает, будет 10 раз поднимется его рейтинг, и доверие полное будет государству и правительству. Вот это, я считаю, нужно сейчас сделать. Здесь каждый из вас может почитать этот закон. Он очень нормальный закон. И надо окончательно поставить точку на продаже земли. Никакой продажи не должно быть. Одно время говорили, что 1 000 000 гектаров китайцам хотят продать, а если он туда привезет семью даже, это уже вот 5 миллионов китайцев у нас будет проживать. Надо дать просто нормально людям работать на земле. Раньше в советское время, вот даже по мясу, это и статистика, которую дал Минсельхоз, 82% мяса давало сельское подворье. Сегодня она заброшена.
Вот как раз там можно выращивать экологически чистую продукцию, не нужны гигантские территории. По дворе как раз еще больше дает. Сейчас многие позахватывали, разделили эти паи и все прочее, как говорится, но земля не работает. Она стала просто товаром, только торгуют. Вот этим тоже надо кончать. И если в нашем государстве хотят мира и спокойствия, мы должны идти именно по пути, мирному пути. Вот как раз референдум обеспечит это все. И народ поставит точку, и больше не будем возвращаться к этой теме. Земля не должна продаваться, я знаю, что это мнение подавляющего большинства народа. Я живу внизу, не наверху я там, сказать, а я с народом живу. Я знаю их простое мнение. Поэтому считаю, надо вот сейчас вот подумать над этими вопросами. Спасибо. Можно, Бахаджан Абдырович? Спасибо. Лагутов. Логутов, член Общественного совета Алматинской области. Я должен сказать, что, конечно, вопрос очень серьезный, но я должен вот и предыдущему оратору сказать, давайте мы будем все-таки говорить об Алматинской области и от селян, которые говорят в области. Мы обсуждали, Бахаджан Абдырович, члены комиссии, этот вопрос практически на всех заседаниях. У нас 19 советов создано в районах и есть общественный совет. Это более 500 человек, которые достаточно грамотные люди, которые действительно точно так же беспокоятся сегодня за будущее нашей страны. И должен сказать, что там сегодня было очень много, конечно, и проблемных вопросов, и поставлены точно такие же вопросы, как сейчас говорят, и беспокойство, конечно, выражается, потому что, конечно, еще очень много проблем надо решать в сельском хозяйстве. Но я должен сказать, что сегодня все-таки сельское хозяйство кормит большое количество населения. И должен сказать, что в нашей стране, в частности в Алматинской области, я готов внести полную ответственность